что у нас есть колхозные темы. Колхозные это. Ну, хур-хурбадары, это то, что касается шахтерта орта шадона, детские, пионерская зорька. Каждый редактор заказывал для своей программы музыку. А когда телевидение открыли, в месяц у нас одна передача живая была. Два концерта, две передачи по радио. Вторник, пятница, это 8 концертов по радио. Живем давали. Гамбадун. Да, нет, пока сидите. И ты представляешь, все это дело, все композиторы, Кокойти, Дуавши Бардар, Татархан Аслан, Габараев, Плиев Христофор, маленький Джигит, короче говоря, много произведений. Габараев, Хаханов, Плиев, Феликс Алборов, Бураев Борис, Алибек Бериев, Дзитоев Юра. Все писали какие-то песни, какие-то оркестровые пьесы. И все худсовет принимал, оценочная была, все делали. А сейчас худсовета нет. А в худсовет кто входил? Худсовет? Конечно, музыкальный редактор, музыковед обязательно, поэт обязательно, и музыканты, оркестранты. А они могли редактировать этот самый, да? Они этим... Не то, что редактировать. Вот принес композитор клавир, и вот говорим, вот это не так, это не по-сетински, хёсы так, это Аев. Хёсы так, это Аев. И композитор дорабатывал, а потом платили за партитуру, делая аранжировку. А теперь ничего. Они думают, что это вот так. Трагапкоттой. Шармаз Донкану и накуда. Это же не сейчас все разрушилось. Это советская, это в перестройке. Перестройка. Это такое, это пока. Вот до 2005 года мы были с 1956 года до 2005 года мы были оркестр телерадиокомпании. Раньше лишь радио, а потом телерадиокомпании. А потом начали, и смотри, как Джегаев, Гапаева, когда перевели из этого Сходниса Лескен, вот Гапаев стал, трамплин сделали для... Потом он от нас ушел в Министерство культуры, потом он стал председателем Совмина, зампредседателя Совмина. Автотрамплин-то, а потом Агузаров. И вот когда Гапаев был, мы еще плодотворно работали. Агузаров был тоже, но уже меньше. И потихоньку, из 38 человек осталось 24 с половиной в штате. Вот так. И начинали, музыканты, что вы делаете, что это за работа, 3 часа работаете, а домашняя работа, над техникой надо работать. Ну, конечно, дома сами. Но они же не понимают, Масынкасартам. Алло. У него режиссерские задумки, да? А что он хочет, вот это я не пойму все ж таки. Он хочет, по-моему, кого-то что-то раздолбать, что ли? Или открыть, почему? Даже не знаю.
Я всех приветствую. Да? У нас выходит сегодня Международный день накладок, видимо. И сегодня это уже второй наш дубль прихода в студию репетиционный зал Булата Газданова, который известен еще просто как Булик. Но это только для пробежек. Я-то здесь. Грим делает. Какой грим делает? Вот сюда переселился. Почему? Очень сделать студию звукорежиссера. Ты перенес свои клавиши сюда, что ли? А? Нет. У меня здесь они стоят. Смысл сегодняшней нашей встречи состоит в том, чтобы, во-первых, Булат похвалил нашу съемку, которая произошла 2 недели назад. Да? Ну и чтобы он рассказал еще пару эпизодов, которые меня лично интересуют. А так как он единственный носитель информации, можно сказать, человек из легенды, то мы его заставим сегодня это сказать. Или попросим. Булат? Фалаума, Мадар Скотта не закрывается. У тебя горит Что горит? пульт? Пульт не должен гореть. Точно? Нет. Как нет? Вот. Очень просто. Куда ты стреляешь? Туда ли ты? Подержи его. Вот туда я стреляю. Вот видишь, ты как и я, аналоговый товарищ в цифровом мире. Подожди-ка, я сейчас здесь попробую эти двери. Вот видишь, это тоже заблокировано. Что я буду здесь Подобные причины. ночевать, что ли? Кто обслуживал это все? Откуда я знаю? Ты на ту кнопку, а другие кнопки, А, Вот глупости, подожди, я не то взял. Но она реагировать, конечно, реагирует. Это вот и закон его. Я поснимал. Булат, работает? Конечно, работает. Я взял просто от окон. Так значит, здесь лучше, чем в радиокомитете. Здесь пока лучше в каком смысле, не видишь? А ты, ну вот это пол годится разве? Не годится. Чего не годится? Чего не годится? Холод будет. А? Вот это с рузом и божадный. А, акустика? А акустика нормальная, ты не видишь потолки. Они невысокие в сравнении с радио. Они на радио там, это же настоящая студия была. Манамабакш. Магадагай Байгун, вот он на Хастармова цыган сюда этот среагировали эти. Я же. Как красиво, А? как красиво все это закрывается. Да. Ты представляешь? А я начал там дергаться. Вот, расскажи мне твои впечатления от съемки. Ты же говорил, что это Чиндилак был, или что ничего из этого не... Нормально. Фалагардаргу я вступление, я даже хуртай, пока по лестницам. Надо было как-то растянуть 3 минуты. Ты просто время что? Тебя раздражали, которые играли там Что? в оркестре. Ну, это же вообще, конечно, это хохма. Но зато теперь ты знаешь, как это делать. Я, конечно, это все знаю. Занамакаш инструмент, ну, вахта. Так рузанджибан, а рузанка открыта. Это же не панасенковская гармошка. Нет, это Зулоев мне сделал за 100 тысяч. А что ты поделаешь? Сейчас цены, а этот мне делал Ужегов за 300 тысяч. Майнаф, а? Откуда он? Оттуда, с радио? Конечно, это же блютно. На этом инструменте Рихтер играл. Помню его с детства. Послушай, Булат, это же мелодии Алборова. Типа этого. Гармония. Так и было. Ну все понятно, давай. А дальше? Вот он.
Давай. Закроем. Вообще-то он уже был закрыт, я не закрыл. А видишь, я перевозил. Опух? Ну, как видишь. Там же тоже сыро было. Да, однажды там протекало сверху, прямо на инструмент. Скажи мне, пожалуйста, последняя встреча какая была с Плиевым? Ты вспомнил писы Плиева на даче у отца? Ну да, и ты там был. 70 какой? Изолин. Откуда я помню годы? Перед смертью это было. Год или смерть, или за год до смерти? Нет. Он приезжал из Ростова, да, по-моему? Ну да. Был ты и был кто-то еще. Там никого не было. Там был Олег Александрович, твой отец и твоя мама, ты с Залиной, и я с Иша. Он тогда плакал, когда ты играл? Кто? Плиев. Отец твой плакал, не там дома. А он чего плакал? Когда он уже дома сидел, он мне звонил каждый раз, что-то услышит по радио и поздравлял. Мы не буду автором, я говорю, Билар Рамазович, можно к вам в гости прийти? О, пожалуйста, с удовольствием, только заранее позвони. А что я буду звонить, чтобы на стол накрывали? И я Долю попросил. Доля, я говорю, соммажан Билар Рамазович Мубасовым. И мы пришли к вам. Взяли гармошку, Доля разов... У матери спросишь. Если она помнит. Она, конечно, почему она не помнит? Разов 5. Слышишь, канон берег и важно? Разов 5 заставил. И он вот так сидел и в слезы. Расскажи про Транском. Когда первые 100 метров прошли. Отсюда где-то, наверное, метров 10-15 уже начали копать туннель. Всего лишь 20 метров? До начала, да, как только начало. И Билар Рамазович позвонил, поехал, повез меня с собой. Ну, естественно, приехали и гармошку. И представь себе, вот туннель, который только начали, там ничего не было обработано. Вода текла, Еще. скажешь, сверху? Нет еще. Нет, я же говорил метров 15, 10-15. И вот там сыграл. Прямо в дырке вот в этой. Акустика. Как в греческом амфитеатре. Потом с этой стороны. А с той стороны мы поехали, я же еще в театре работал, поехали на гастроли в Южную Осетию. И там тоже начало туннелей. С музыкой. Навстречу шли, да? Навстречу же шли, да, друг? Ну, конечно. Там оттуда копали, а здесь отсюда копали. И там опять музыкально-драматический театр же «Доля». И вот там мы опять тоже. Никогда мне не говорил. Доля? Никогда не рассказывал. Ну, она, конечно, не рассказывала. Откуда, если бы ты сейчас не спрашивал, я бы что, рассказал, что ли? И там тоже она начала петь. Ну, там же еще, знаешь, как дорога какая-то наверх, в Южной Осетии. И вот эхо, еще ущелье. И вот мы, я уже даже не помню, по-моему, если я не ошибаюсь, вечер в поле и романс Жамана, по-моему. Что за роман? Манонетар, что из Терек поет, Христофора. И это, конечно, было, ты что, очень интересно. Мы давали там же 3 села, Рук, верхний, средний и нижний. Почему никто не снял? Это поразительно. Ведь были и операторы у него там в обкоме. Никто ничего не снимал, никого. Мне сейчас даже... А еще мы на черных чабанам как ездили, на черные земли. Где вы перевернулись? А это следующий раз был. Первый раз я поехал один. Был здесь зоотехник, главный зоотехник республики, армянин, по-моему, здоровый дядька. Был один лектор и Кисаев Володя по библиотекам. Я один.
тогда же не было хроматической гармошки. Белый. А я очень плохо переношу машину. Меня укачивает вестибулярный аппарат. И вот они, и в первое время я с ними ездил, но мне плохо становилось. А потом нет, а Кочубеевка у них столица. И вот представь себе, там 2 комнаты, дам гостиница, не отопление, это же зимой бывает, праздник Чабана. И я там, значит, уже сказал, ничего мне не надо. Это же и сейчас, тогда можно было зайти куда-то в магазин, а там все, в магазине ничего нет. Я уже баранину после этого не ем. Ну как можно? Вот они, чабаны, знаешь, как делают? Они просто в воде сварят, и все, никаких приправ, ничего, сахима. А мангосы этот, и бульон после этого запивать я не перестал. Но что? Я Балаев и Белорамзаич. И вот представь, с ночевкой, Палаев Володя? Володя, и втроем мы спим в одной комнатке. А это же старший, я же молодой. Мне на раскладушке внизу постелили тоже что-то. А Зусман такой. Я всю ночь не спал почти что. Да, а у них, ну, старшие, как же, конечно, кровати. Да, а потом на следующий день они нам, вот я козлятину первый раз поел там, сделали банкет, и вдруг вот погода испортилась, и песком, вообще ничего не видно было на улице. Мы сидели за столом, и вот, как называется вот это, буря, да, ты что? И, ну, все нормально. Когда переворачивались, это было, я уже не знаю какой раз, там уже и Суанов был, и Забраев был. Кто там сознание потерял? Лида Цебоева. Лида. Как потеряла? Ну, на нее же упал, автобус перевернулся. Ничего не упал. Этот, ввели служанчивли, как это, Борсев был шофер министерский. Что за Виллис? Ну, не Виллис, ну вот как вот эти везде, как называются они? Ну, и буханка, наверное, какой-нибудь газик. Газик с брезентом накрыт, да. И там сделали так. Вот одно сиденье за пассажиром, ну как, 9-местное было. А вот здесь поставили такие кресла за шофером параллельно. В филармонии в ансамбле был старый автобус, и оттуда сняли сиденье. Здесь боковое сиденье было до конца, а здесь еще 2. Вот там Забраев, здесь Суанов, здесь Лида Цыбоева, здесь я. Хасиева Алла сидела впереди рядом с шофером. Суанов говорит, там Ябаев Хаджумар был, там много нас было тогда. Ну, мы же в разных машинах. И этот Лида Цыбоева, Федя Суанов, говорит, атуаштарджи фандараш нафакан кружку, алюминиевая, да, кружка. Мазафедя Аравах, там Артамбалыштам, да, атуаштарджи фандараш. Цыбоева подбежала, Цыбоева Лида, схватила из рук, выбросила, вылила водку. И вот мы уехали. И мы уехали. Цыбоева с нами. А Бая Вита, это нормальные удочки, не с нами они были. Не выехали Тотров Абхаз Гадович и Бирагов был шофер, помнишь? Они нас сопровождали впереди. И вот этим, а там же кочки такие эти, и вдруг раз наша машина, Хасиева, этот у шофера на коленях, вот представь себе. Вернее, так развернулись, там пока ничего не было, не перевернулись. И после этого там мертвая тишина, а мне смешно. Машина вот, мы едем туда и обратно сюда стала машина, вот так закрутилась. Не отъехали метров 100, и машина вот так кувыркнулась. И обратно встала. Нет, на боку. На боку. Внизу Забраев, сверху этот Суанов Федор. Я здесь держал за вот, сиденье, и Лида повисла на мне.
когда отключается человек, тяжелый становится, а Хасиева сидит у этого Борсиева на коленях. Я говорю, Аллочка, и мертвая тишина. А мне смех. Мне-то смешно. Первый раз тоже вот так перевелось, ну ничего, нормально. И смех. И когда человек смеется, то вес уже не выдерживает. Понимаешь? И я говорю, Аллочка, я говорю, давай вылази, помоги. Я не могу. Аллочка, как? Вон, я говорю, двери не видишь наверху, на потолке. И она, конечно, выскочила, уже вылезла и начала танцевать впереди. Чтобы помочь? Нет. Она начала, спаслась. А там Бирагов и Тоторов. Они нас увидели, они впереди. И где-то за 100 метров остановили машину, как будто они быстрее Маденнамтахан бегут к нам. Короче, Лиду вытащили на снег тогда же. Надо было пить, пить надо было на вас. Куш, там, слушай, Заваштарди. И вытащили снегом, привели ее в чувство, Лиду. Доехали до Горогорска, или как называется, вот это, уже асфальт, дорога. И опять поворот. Заднее левое колесо отлетело. Нету колеса, мы сразу бампс, и опять бом-бом-бом, и Лида опять, вот об это бок. Опять сознание. Второй раз. Да, второй раз. И никто не знает, где колесо. Я же самый такой был трезвый, и я и не пил вообще. Я думаю, я говорю, колесо, если отлетело, то по инерции же летит, крутится туда. Я пошел по улице, вот поворот, а там улица прямая. И я пошел один. Ночью, это уже было где-то 2 часа, мы сюда прибыли где-то в 5 утра. Всю ночь. Я пошел, и как будто к воротам колесо вот так приставили. По инерции летел, физику уже проходили. Я говорю, вон колесо, вот, я нашел. Пригнали, прикатили. Да. И что-то нашел Борсиев. И третий раз, вот когда это случилось, у Забраева и у Феди Суанова водка была, они украли по бутылке, но молчали. И вот тогда уже они открыли бутылку, а то Аштарди, Фандар, Аштафакан. Ну, доехали. И Лида говорит, поедемте ко мне домой. Все. Маргарита, мать, встала в это время, сделала 3 пирога. У Цыбоевых какой-то праздник есть, фамильный. Маргарита сделала 3 пирога, и вот рассказывает. Она, говорит, работала в комсомоле тогда. И, говорит, что это такое, что за праздники? И, говорит, 10 дней идет у нас праздник. Она, говорит, не могла воду даже проглотить. Язык, говорит, раздулся у Цыбоевой. От того, что я не знаю, там Заваштарди Федя сказал. А потом Лиде даже керосин, скажешь, Заваштарди, керосин даже бы выпил. Я с 56-го года работаю. Но ты не представляешь, мы обслуживали, на полевых станах работали, в
в сельских клубах. Тогда же не за деньги работали, мы получали зарплату. И это были как шефские концерты. Ни одно совещание в обкоме не проходило без оркестра. Это Белар Мазаич, значит, и мы полностью, вот он и ансамбль любил, но почему-то его больше оркестр интересовал. Потому что, ну, начали писать братья Кокойти, Аслан, Татархан, Аслан, потом там у нас были еще старые, ну, такие детские партитуры, Ахпулат Аликов, Андрей Тотиев, какие-то вот такие песенки, в шатите это он. До сих пор у меня есть жена на стихи Коста, ну, такая очень оркестровка такая простенькая, но все равно кубады есть у нас, вот из этих. Ты мне скажи, а гармошка в надежных руках, ты спокоен за? И технически все туда-сюда, но то, что я им давал, и то, что они сейчас делают, это совсем... Мгм. Это разные вещи. Почему? Потому что они занимаются шоу-бизнесом. Ну да, ну это шоу-бизнес. Вот когда поют, почему прыгают? Что в тексте написано, что надо прыгать? А? Или в тексте гармонист садится? Ты же должен играть спектакль, создавать. Вот гармонист. Ты когда-нибудь картошку чистил? А? Да? Честно? Конечно, вот. И когда Да. ты чистишь картошку, твое внимание же там. Нам сейчас говорят, что Бог, церковь, вот разные баптисты туда-сюда. Но люди же выходят в зрительный зал и обманывают. Грех на душу берут. Это же грех. Ты про фонограмму? Фонограммы. Это что, не грех? Так не надо тогда выходить петь. Подожди, гармонисты. Так они же сейчас под фонограмму работают. И ходят туда-сюда, по сцене. В битых игрушках парни ходят такие, знаешь, как Садкова пиросадка. Да. И при этом улыбаются. Нет, ну здесь, конечно, это очень серьезные проблемы, но о них никто сейчас и не думает. Бизнес и все. Вот сейчас мне задал вопрос. Почему ты не ходишь? Какое телевидение у вас? Осетия ТВ. Осетия ТВ. А там, чтобы что-то сделали. Я говорю, а почему я должен это хотеть? Если я кому-то нужен из журналистов, они должны приходить. Почему я должен звонить в газету или к журналистам? Тебя взяли интервью, это бессмысленно. Мама говорит, а зачем это мне надо? Вот объясните мне, зачем мне это надо? Что, мои погоды выше Ты станут? сказал, звания для тебя ничего не означают, но то, что тебя обнимают на улице и благодарят за то, что ты есть. Ну это да, ну я должен это что, говорить что ли? Идут незнакомые люди, из сада я ехал, когда вот зарплаты не было, миллионы когда были, мы питались из сада. И я сел в тогда троллейбусы ходили, вон на Гаде вокруг разворачивались, и вот. И одна русская бабка, полная, кондуктор, и она мне начала, а вы тоже на этом? А я говорю, я что, не человек? Ну это же вообще анекдот, а это что, неправда что ли? На Шпицбергене были. Давид Тимиряев, Мага Корсанов, а там, царство ему небесное, да. Тогда вот бригада была такая маленькая, поехали туда, Олаками, от Северного полюса там где-то остается, наверное, километров 70 до полюса. И там, вот представь себе, в гостинице, если в воду 3-литровый баллон не вылишь на пол, дышать невозможно, сухой климат, нос, все высыхает. Я в шахтах спускался, в шахты спускался. Открываешься Ну там же это целый городок. неожиданных сторон. Нет, там целый городок, о чем ты говоришь? Сначала мы самолетом прилетели, а потом уже до конечной на вертолете. Вспоминаешь об этом?
Ну, я все помню, конечно. В Финляндии, там у них праздник клубники. Это знаешь? Нет. Ну, вот ты представляешь, они не продают, как у нас. Вот тебе клубника нужна, ты платишь, и иди, собирай у хозяина. Сколько поешь, это твое дело, ну, килограмм, 2 килограмма съешь. Но ты покупаешь, сам срываешь, сам этот. У них это так, мы совсем другие. Автоматический рингтон. Ты играешь? Ну, это... Манадан. Ахшар беди по шейфану жардае, дидидак, Ты масарта. писал партитуру? Партитуру я написал, ты думаешь, клавиры там? Это я то, что... Столетний. Ну, это классика осетинская. Дзерасса написала мне Шимд, Злиева. Она окончила Чем-то питерскую. отличается от классического вообще? Совсем? Нет, очень хорошо. Ну, я кое-что, конечно, поправил. Там в вступление идет, она сделала так, ну, я сделал из него как кадок. Переход на Шимд. Вроде бы-то разговор идет о Шимде, как Шимд родился, ну, в звуках. А Альбине Небаевой, плавный танец, как она стала лауреатом? Болгарский фестиваль. Ой, Я же один был. ты один играл? Венерочка, да, Венерочка не была. А где она была? Венерочка? Она была здесь, но сказали, что по возрасту не подходит. Ее не хотели просто А брать. в чем был секрет ее пластики? Венера, вот обрати внимание, Венеру ты знал? Да. Я характер худы. А вот она была... И вот она играет так. Яхиламар. Это называется представленческая актриса, актер, музыкант. Сама себя играет. Но и Кая Васима, актриса, она создавала образы музыкальные. Несмотря на то, что гармонически она могла не на тот бас нажать и тянуть, но она создавала. Когда она играла, одевалась. У нее одно платье было коричневое. Ражах каткаба. Мевик ахман автошкотта. Да, я помню. А почему, ты знаешь, она здесь отбивала самодеятельные музыканты, это же грех, вообще нельзя ногами стучать. И ты... Поймала себе Ритм, конечно. Калманова делала так. Двуакахой. Дзиранова делала так. Ты учил. Кого? Я еще помню. Вот тебе сам себя играет, свой образ, его образ. Видишь? Прости меня. Да, Вандертас, Василий. Дома? Моя ойка. Мне постоянно твои соратники по цеху подбивают продать мою говно. Не продавай ни в коем Сыграй, случае. пожалуйста, Шушик канон. Это любимая была песня отца. Это не то, что любимая песня. На одном концерте в Осетинском театре он сидел на втором ряду.
Уже, по-моему, из Москвы, когда приехали или что-то, вот из-за рубежа откуда-то, уже он не работал. А Мейкуауттур, я играл в что-то такое, и я сразу смодулировал, сразу Массашушек Карум. Амадын Автокотта, Фагапкотта. Нету сейчас этих людей, как вы не понимаете, другая эпоха. Эпоха денег. Да, я тебя... Как вы не понимаете, сделали нам бизнес. Бизнес. Ну, не нам с тобой. Это какая разница? Я-то в эту эпоху сейчас же живу. Казырдам канзна. Казырдам, когда люди, когда приходят, я вот детям, ко мне пришли эти студенты Газацевой. Вот трио, Амран у них. В общем, РТР баздашты черг. Я вам рад, я вам продаю, что ли? Как в этом времени? Что будет дальше? Послушай, через 100 лет все возвращается. 17-й год был, да? Теперь в 17-м году опять будет какая-то заваруха будет, как в Питере тогда была. Да. Люди неправильно понимают все. Если вот этот дом, да, у тебя 10 сыновей, и один будет ЛДПР, другой будет этот Яблоко, третий будет Груша, Единая Россия, Хараджик Азин. Кто может? Твои дети тебя, а ты вроде бы хозяин. Шейпатандашев инстакорангал, юкуама, ю общество, ю. Это все такая игра. Да, она уж Украиной. И когда мне начинают, я вот смотрю, это телевизор, и когда они начинают говорить, что вот это надо сесть за стол переговоров, все туда-сюда. А этим матерям какая разница? Его сын погиб. Сколько они, что они там болтологией занимаются? И какой юдар автодажа Обама, там же и американцы воюют. Никто не говорит, что это такое. Почему разрушили государство? Ты подписывал это? Народ что-нибудь говорил? 3 человека или 4 человека, раз, потому что, начиная с Горбача, и Ельцин продолжил. Власть, вот сейчас вот эти олигархи, этот шоколадный магнат или схина, Хёй стал у власти. Ну, как это так? Ты наш бриллиант. Какой я бриллиант? Вот природа мне это дала. Почему я должен спекулировать природой? Как я могу продавать природу? Нет, ну студия же у нас есть, Дом радио было. Почему какого черта? ФСБ, Хайба, Магада Горбала, что вот это все, они все пульты, все, что у меня есть, погрузили. Я прихожу, в час назначил репетицию солистом. До 2 часов, я говорю, где-то без четверти 2, а потом оркестр. Может, поработаем? Трио хотел сделать. Вдруг я прихожу, двери открыты, мои вещи в этот КАМАЗ повезли. Жан, дайте мне документ. А у меня был, когда нас перевели в 2005 году в Министерство культуры, как перевели тоже, Дзугаев, Лева был министром культуры. И он меня поддержал. Он сказал, да, а то бы я вообще остался. И тогда закрепили за мной постановление правительства, студия и 2 кабинета. А потом получилось так, что ФСБ. Я говорю, что дайте мне документ какой-нибудь, что такое, в чем дело. А я сказал, здесь отсюда вынесут мой труп. А Маватцаган уже у Донома, ФСБ и 3 милиционера. С оружием. Ты что, это не просто так было. Один парень снимал их, а майор, раз, а что, мадам, ты неприятности хочешь, мы стерли. Вот фотоаппарат был. Это позор, конечно.
каким местом думают? Здесь же есть и хор Агунды. Не все же могут выезжать, допустим. Я же не могу повезти коллектив, допустим, куда-то в Москву, чтобы записаться там. У нас мы нормально работали. Регулярно, или через год, или ежегодно, то, что у нас новое собиралось, осетинское, фирма «Мелодия» приезжала. Ты помнишь меня вот на приемах на даче, когда отец за столом и О, делегации приезжали, он всегда меня звал, чтобы я пришел и поиграл им. Он меня представлял как механизатора. Когда гости приезжали, бывало, да, вот даже на свадьбе кабардинцы приехали, на пятый день или шестой день, я не знаю, не помню, и повезли меня туда. И вдруг вот, ну, сидим, кабардинцы, он же по-кабардински чисто разговаривал, это не знаю, и вот говорит: вот это мой механизатор, посмотрите, ваш механизатор может играть так на гармошке? И говорит, да. И говорит, а ну-ка, говорит, попробуй, покажи, говорит, нашим гостям, как надо играть кабардинцам. Что вы хотите? Здравствуйте. А что у нас здесь? Вот это оркестр национальный. Национальный оркестр? Да. Не, мы просто музыканты и мы выделили за эти тусовались. О, омагаю радио и оркестр чуливый. Артаката ши Министерство культуры и оркестр. Удивительная атака. Они такие упругие очень. Конечно, упругие. Это джазист. Оба с падом ошел. Заур, дай-ка сыграет что-то. Дай-ка. Встань. А саможма гунда, старинный сказ. Это Николай Петров. Не та гармония. Не та гармония в левой руке. Тирара, тарарарира. Это современная музыка. А вон он на Мау, вот дома скушали. Сами пели, там сестры были такие низкие голоса. 51 год ты помнишь? Господи боже. И вот я забыл.
Что делает человека по-настоящему великим? Власть, деньги. У нашего героя нет и никогда не было. И да простит он меня, видимо, не будет ни того, ни другого. А между тем, сила его присутствия в жизни народа удивительна, уникальна. Может, величие — это нужность, необходимость людям. Или хороший врач, строитель, пекарь, артист. И он из этой когорты, рожденный своим временем, он остается преданным солдатом музыки по сей день. Нужный вчера, незаменимый сегодня. Он по-прежнему видимый символ нашей культуры. Я никогда и никому в жизни не завидовал. Ни властям, ибо мне как никому другому ведома временность этого промысла, ни деньгам, ибо дух на деньги не покупается. Единственное, чему я завидую, это жизнь осмысленная перед небом и людьми, жизнь с благодарностью за каждый прожитый день. Такова жизнь Булата. Он не устал жить. Большой ребенок, ироничный и вдумчивый. Он подчинил всю свою жизнь искусству. Оно поглотило его целиком, не давая устать или состариться. Живя в обществе лжецов, лицемеров, он не стал похожим на них, подобно Иисусовой рыбе, живущей в соленой воде, не осаливающейся. С ним в мою жизнь вошла музыка, гармония, как следствие песня. Он учил меня не просто играть и петь, но исполнять, проникая в души слушателей. Понял я это только сейчас. Большой музыкант, он был всегда снисходителен к моим ошибкам, прощая все за мою любовь к музыке. Друг отца, он стал символом его времени, его эпохи, наравне с великими другими Долорес Балаоновой, Бибо Ватаевым, Владимиром Балаевым. Вдохновленные любовью отца, эти люди писали нашу общую историю, историю Осетии. И сегодня, глядя на руины, под которыми упокоилась моя родина, разгребая кучу мусора и грязи, я по-прежнему с удивлением и восхищением смотрю на отцвет ярких осколков некогда великой Осетии, по глупости и злобе всеми нами когда-то потерянной. И один из этих великих осколков зовется Булат Газданов.